Здравствуйте, я Тимур Олевский. Германия высылает из страны 2 россиян, сотрудников посольства, из-за убийства уроженца Чечни Зелимхана Хангашвили в Берлине, сообщает Министерство иностранных дел ФРГ. За день до этого немецкие СМИ сообщили, что убийца въехал в страну по поддельному паспорту, а в России он находился в розыске за аналогичное преступление, но пропал из баз данных правоохранительных органов. Расследованием теперь занимается Федеральная прокуратура Германии, в которой говорят о том, что к этому могут делу иметь отношение российские власти. Более того, федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель собирается обсудить вопрос о высылке дипломатов с президентом России в Париже во время нормандского саммита. Он состоится уже в понедельник. Россия грозит ответить Берлину зеркальными мерами, но сперва хочет разобраться в обвинениях. Давайте по порядку обо всем, что известно к этому времени. Итак, начинаем. И вначале журналист берлинского русскоязычного телеканала Ост-Вест Марфа Смирнова выходит с нами на связь в нашей студии «Настоящее время». Марфа, приветствую тебя. Кажется, ты прямо у здания российского посольства стоишь, да? Да, Тимур, привет. Мы сначала тщетно пытались сюда полдня дозвониться, точнее, в пресс-службу российского посольства, как и многие, думаю, другие журналисты, получить какой-то комментарий. Потом мы здесь полчаса ждали. В общем, такое ощущение, что они там просто забаррикадировались и никаких комментариев не дают. Единственное, что появилось сегодня ближе к вечеру, это комментарий посла на сайте российского посольства, посла Сергея Нечаева здесь, в Берлине, который сообщил о том, что он глубоко разочарован реакцией Германии, что это политизированное решение, что вообще все это дело... преступление еще не расследовано, и что, безусловно, это плохо скажется на отношениях России и Германии, и что обязательно последуют реакции с российской стороны. Смотри, это как в самом деле это вторит заявлением из Москвы, мы о них чуть позже еще сегодня в нашей программе расскажем, а известно, кого именно высылают из Германии? Кто-то сейчас ведь чемоданы пакует и очень быстро должен уехать. Что в посольстве говорят об этом? Кстати, не быстро. Им дали не сутки на то, чтобы собраться, аж целую неделю. Неспешно можно упаковать чемоданы, действительно. Имена, естественно, не называются, но журнал «Шпигель» со ссылкой на свои источники сообщает, что это сотрудники ГРУ. То есть они опознали этих людей таким образом? Это если верить журналу «Шпигель», да. А скажи, пожалуйста, судя по всему, у Зелимхана Хангашвили родственники остались в Германии, им дали политическое убежище, а что-то они знают о ходе расследования вообще? Они как-то смотрели материалы дела, потому что кажется, что их пока никто не видел. Мы сегодня связывались с бывшей женой Зелимхана, она именно бывшая жена, это не его вдова. А женщина, я не буду называть ее имя, с которой он приехал сюда, в Германию, у нее осталось от него 4 детей, и в том числе все эти 3,5 месяца, а именно столько прошло с момента убийства Зелимхана Хангашвили здесь, в центре Берлина, сюда... Она, ее дети, многие другие представители чеченской общины, беженцы из Чечни, те, кто ожидают получения этого статуса беженца, правозащитники, которые работают здесь с чеченскими беженцами, все они не раз приходили сюда к российскому посольству и требовали, во-первых, быстрее разобраться с этим делом, а во-вторых, также просили и немецкие власти защитить их, потому что все-таки это не каждый день в центре Берлина. Убивают человека, да. Убивают человека. Но в прокуратуре она не была или была? Бывшая жена, к ней пока, я ее об этом спросила, к ней пока что Генеральная прокуратура не обращалась. Единственное, что она еще добавила, что... Она очень рада этой реакции Германии. Лучше поздно, как никогда, я ее процитирую. И что это для нее настоящее облегчение. Но Генеральная прокуратура, что важно, пока могла к ней еще не обращаться, потому что только сегодня Генеральная прокуратура Германии забрала это дело себе. Что, кстати, означает, что это теперь не рядовое криминальное преступление, потому что
так бы этим Генеральная прокуратура не занималась. Дело незаурядное. Я понял. То, что это дело связано со спецслужбами другого государства. Спасибо большое. Марфа Смирнова, журналист телеканала Ост-Вест, с нами на связи. Кстати, важно из того, что ты рассказываешь, понять, что Генеральная прокуратура взяла это дело на следующий день после публикации журналистов, а не до, как я, например, думал до того, как вот мы начали разговор. Спасибо большое, Марфа Смирнова. Что известно об убитом Зелимхане Хангашвили и как менялись версии случившегося, расскажет Сайхан Цинцаев. 23 августа, центр Берлина. Зелимхан Хангашвили направляется на пятничную молитву в мечеть. В это время к нему на велосипеде подъезжает киллер и делает 2 выстрела. Один в спину и второй контрольный в голову. Преступник скрывается с места преступления, но берлинской полиции удается его задержать по горячим следам. Прокуратура Берлина предъявила обвинение подозреваемому уже на следующий день после убийства. В ведомстве сообщили, что речь идет о гражданине России. Подробности убийства стали появляться в немецких СМИ. Издание Bild тогда сообщило, что киллер приехал в Германию из России незадолго до убийства Хангашвили. Тогда же, в конце августа, журнал «Шпигель» привел слова источника, близкого к следствию. Если окажется, что за этим делом стоит такой государственный игрок, как Россия, у нас будет второе дело Скрипаля со всеми вытекающими последствиями. В сентябре о причастности российских спецслужб к убийству Хангашвили написали в совместном расследовании журналисты еженедельника «Шпигель», издания «Инсайдер» и расследователи из Bellingcat. По их версии, киллер – некий Вадим Андреевич Соколов, которого нет ни в одной российской базе. ИНН ему был присвоен 23 июля 2019 года, то есть всего за 5 дней до выдачи загранпаспорта. Это также свидетельствует о том, что Соколов – фиктивная личность, придуманная уже в момент начала спецоперации. В Москве заявление о возможной причастности убийцы к российским спецслужбам называли домыслами. Зелимхан Хангашвили участвовал во Второй Чеченской войне, после чего Москва объявила его в розыск по подозрению в терроризме. Жена убитого говорила, что российские силовики неоднократно покушались на жизнь ее мужа. Мне сообщили, что против него в России завели очень много уголовных дел. Мне они только о части из них рассказали. Но среди них даже Беслановское дело было ему приписано. Они это, наверное, делают, чтобы по карьере повыше подняться. Те, кому нужны эти звездочки. Накануне журналисты издания «Шпигель», «Инсайдер» и «Bellingcat» выпустили новое расследование. По их версии, убийцу Хангашвили на самом деле зовут Вадим Красиков. В 2013 году он убил бизнесмена из Кабардино-Балкарии. Красикова объявили в федеральный розыск, но через 2 года вся информация о нем из базы данных исчезла. По данным Генпрокуратуры Германии, подозреваемый пользовался разными именами. В Европу он въехал с французской визой на имя Вадима Соколова. В визовой анкете было указано, что мужчина работает инженером-строителем в петербургской компании «Руст». По данным немецкой прокуратуры, один из номеров этой организации имеет отношение к предприятиям «Оборонэнергосбыт» и «Оборонэнерго». Последние поставляют электричество объектам Министерства обороны России. Сайхан Цинцаев, «Настоящее время». И вот буквально полчаса назад Интерфакс со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах сообщает, что убитый в Берлине в августе 2019 года гражданин Грузии Зелимхан Хангашвили причастен к организации и участию ряда террористических актов на территории России в качестве главаря бандформирований, а в мае и августе 2003 года Хангашвили якобы участвовал в серии нападений на колонны федеральных сил на автодороге между населенными пунктами Алхаста и Галашки Сунжинского района Ингушетии. О личности убийцы Хангашвили Интерфакс пока ничего не сообщает. Сейчас с нами на прямой связи из Москвы шеф-редактор «Инсайдера» Роман Доброхотов. Роман вместе с коллегами из «Шпигеля» и «Bellingcat», насколько я понимаю, буквально вчера опубликовал данные о личности убийцы. По тем источникам, которые удалось вам узнать, Роман, кто этот человек? Давайте начнем сначала, что называется. Вадим Красиков – это уголовник-рецидивист, то есть нам известно как минимум об одном убийстве, в котором он участвовал в России, то есть не участвовал, а исполнителем которого он был. Причем убийство было довольно похожим на то, которое мы видели в Берлине. Там тоже он приблизился к своей жертве на велосипеде, тоже сделал несколько контрольных... Стоп минуту, я хочу обратить внимание наших зрителей. Еще раз, то есть Вадим Красиков, как вы его называете, человек, который убил Зелимхана Хангашвили в Берлине, использовал такой же, ну как сказать, сценарий убийства, как и тот человек, про которого вы выяснили, сделал это раньше? Тоже на велосипеде приехал? Можно говорить без экивоков, поскольку мы нашли фотографию Вадима Красикова. Ага.
документах о розыске в Интерполе, и по фотографии видно, что это один и тот же человек. То есть это уже больше не гипотеза, это очевидно. Собственно, и прокуратура немецкая это тоже в своем заявлении утверждает. А Интерфакс говорит, что... Точнее, да, Интерфакс говорит, что highly likely, там не все понятно, вот так говорят российские власти. На 80% совпадает фотография. То, что я читал, я, конечно, не native speaker на немецком языке, но там совершенно четко утверждается, что прокуратура считает его... тем самым человеком, про которого вы написали. Да, он там называется даже через запятую, что Вадим С. также известен как Вадим К. То есть они не называют фамилию Красикова, но как бы здесь вряд ли может быть совпадение какое-то. Так что здесь я хотел... Понятно. Этот человек каким-то образом оказался в Берлине, но почему-то его называют связанным с российскими спецслужбами. Почему нельзя предположить, что это криминальные разборки, и он купил где-то загранпаспорт, приехал и за чьи-то деньги это сделал? Потому что, во-первых, насчет купил загранпаспорт, российские власти признали, что загранпаспорт подлинный, то есть был выдан российскими властями, это не подделка. Второе, он исчез из всех российских баз данных, в том числе базы пересечения границы, в том числе базы МВД, в том числе базы ФНС. Это совсем разные структуры, да? Какие-то относятся к ФСБ, какие-то к МВД. То есть даже если это какие-то криминальные структуры, они настолько, получаются, влиятельные, что могут управлять всеми российскими базами всех российских правоохранительных органов. Ничего себе влиятельность, да? Ну и еще аргумент, когда немцы запросили данные о Вадиме Соколове, как они еще не знали, что его фамилия Красиков, и у них были и отпечаток пальца, и фотография, а российские власти не выдали никакой информации о нем, хотя пробить его по отпечатку пальцев это дело 5 минут. То есть очевидно совершенно, что российские правоохранители скрывали настоящее имя этого человека. Но трудно представить себе сейчас, конечно, этот вопрос, я не знаю, наверное, можно ли задавать вам, но я попробую. Трудно ли себе представить, вот то, что он попадется полицейским, это было запланировано или это провал? Нет, конечно, это не было запланировано, на мой взгляд. Просто, знаете, одноразовый киллер попадется, не жалко, не попадется, привезем обратно в Россию. Другой вопрос, да, что попадется не жалко. Я думаю, на это был расчет, что если он попадется, будет видно, что это человек, который сам не является сотрудником спецслужб, а просто на них работает. В этом смысле, они, наоборот, страховали свои риски, но проблема в том, что они так глупо сделали, что видно, что спецслужбы его прикрывали. То есть как-то так сделать, чтобы это было похоже на мафиозную разборку. Но мы вообще видим это не первый раз. Мы же видим, что в Украине много раз они тоже использовали уголовников для подобных операций. Так что это и впервые только в Западной Европе такой инструмент используется. Тут есть нюанс один. Дело в том, что получилось так, что Федеральная прокуратура забрала это дело, вот как нам рассказал сегодня корреспондент из Берлина, сегодня в эту работу, получается, после вашей публикации. То есть давайте давай предположим, что предположим, я не знаю, может, ты признаешься сейчас, что на самом деле вы знали все это от спецслужб, опубликовали и дали им возможность это сегодня забрать на федеральный уровень. Все гораздо проще. Мы же в своем тексте сами пишем, что Федеральная прокуратура забрала это дело. Это Шпигель узнал от своих источников в Германии. То есть никто не скрывает того, что мы стали спешить с публикацией, потому что мы узнали о том, что Федеральная прокуратура приняла вот это на себя, наконец, волевое решение заявить о том, что она считает российские спецслужбы виновными. И поэтому мы поняли, что сейчас, вероятно, скоро будет это заявление, поэтому мы очень спешно опубликовали буквально несколько первых главных страниц. Стало понятно. Я понял, там видно, написано было, новость будет дополняться, то есть будут следующие публикации. Один короткий вопрос. Это мы сейчас говорили о личности убийцы, по крайней мере, человека, которого подозревает следствие в убийстве, будем там точны в формулировках. А есть еще личность убитого. Сейчас Интерфакс сообщает, что он был главарем бандформирования в Ингушетии, убивал российских солдат. Про это что-то известно? И похоже, да или нет? Так в вашем же сюжете говорилось о том, что он воевал во время Чеченской войны. Это ни для кого не секрет. То есть это не секрет. А для чего такие публикации? Чтобы показать, что убили плохого парня? И это, кстати, на варе шапка горит, да, то есть если они сейчас делают такие публикации, они по сути то же самое, как Путин про Скрипаля сказал, что какой он плохой шпион, по сути это признание в том, что это сделали они. А почему его нельзя было подать в федеральный розыск, в Интерпол этого человека, потребовать у Германии его выдать и осудить в России? Или Германия бы не отдала? Вот именно потому они не делали этих официальных запросов, потому что это только предлог, а настоящая причина нам неизвестна. Ах, вот как. Роман Доброхотов, инсайдер. Ваше мнение. Спасибо большое. Главный редактор этого издания был с нами. Сегодня при этом посол России в Германии Сергей Нечаев был вызван в МИД ФРГ.
где ему была вручена нота с требованием сотрудничать с Генеральной прокуратурой Германии, а сам Нечаев сказал, что доказательств причастности России к убийству гражданина Грузии, которое было совершено в конце августа в Берлине, нет. В Москве высылку дипломатов, вот что московская реакция, кстати, назвали недружественным и безответственным шагом. Серьезных подозрений нет и быть не может. Какое отношение к российским властям? Это абсолютно беспочвенные какие-то предположения. И, собственно, эта тема, она действительно как-то экзальтируется германскими СМИ, но это не значит, что дела обстоят именно так. Сейчас с нами на прямой связи из Берлина руководитель организации «Русь сидящая» Ольга Романова. Ольга, приветствую. Добрый вечер. А что политики немецкие? Ну, они должны были, наверное, как-то, как вы думаете, отреагировать на то, что германская прокуратура не расследовала. Вот, наконец-то, начала расследовать. Нет, немецкая прокуратура расследовала с самого начала это дело. И просто я хочу сказать, что на днях это расследование было передано из прокуратуры земельной в прокуратуру федеральному прокурору Питеру Франку, который, собственно, занимается делами национальной безопасности. Подтверждено, то есть это дело превращается в маленькое Солсбери такое, я так понимаю, или нет? Что значит национальной безопасности? Это не маленькое Солсбери, это Солсбери. Настоящее. Это настоящее Солсбери. Недаром, кстати, сегодня в кремлевских каналах я увидела выражение «пепел кота Скрипаля постучался в сердце немцам». Окей. Я такого не видел, но такое яркое сравнение, да-да. А политики вообще в Германии как-то реагируют на то, что Россию вот сейчас германская прокуратура обвиняет, пусть даже осторожными высказываниями, учитывая все обстоятельства, которые этому сопутствуют. Нормандская четверка впереди, Северный поток открывается. Ну, то есть, с одной стороны, дружба, тут такое. Понимаете, дело в том, что немецкая политика, как и любая нормальная политика, это не мнение одного человека. Это мнение зеленых, которое обычно противоположно от мнения, допустим, альтернативно для Германии. СДПГ тоже отличается от мнений левых, правых и так далее. АФД, альтернатива для Германии, она привычно сочувствует России, я так понимаю. Стране, да. Зеленые очень влиятельные сейчас пытаются разобраться. Партия Меркель, как обычно, находится в середине, потому что, с одной стороны, конечно, Северный поток, с другой стороны, в общем, это убийство в центре Берлина, и вообще это убийство, что называется, акт вмешательства иностранного государства, скорее всего, в дела другой страны, тем более европейской страны, тем более не последней в Европейском Союзе, один очень важный вопрос. Хочу, что называется, профессионально, как руководителю организации «Русь сидящая», задать. Личность убитого, вот если верить всему, что написал Шпигель, Инсайдер и Bellingcat, это что это за такая технология? Отправить его посадили, потом отпустили, его что? Его подвязали на крючок и отправили убивать? Как это устроено? Вы знаете, это устроено довольно сложно, потому что, конечно, спецслужбы работают буквально со всеми осужденными, со всеми заключенными, со всеми, кто был арестован по тому или иному делу, кто представляет следственный интерес спецслужб, а это, в общем, практически все. Послушайте, вот задайте себе вопрос, почему во главе Федеральной службы исполнения наказания всегда находится человек из ФСБ? Причем, если раньше это был Корниенко, бывший глава фельдъегерской службы, то теперь это, в общем, лучший оперативник России. Потому что новый глава ФСИН Калашников, он действительно лучший оперативник России. Ну что, киллеров в Германию отправлять для этого? В общем, да. Сделано это было не в его время, сделано это было при Корниенко, сделано это было еще даже до Корниенко, 15-й год, но, в принципе, да. Оперативная работа, оперработа – это, прежде всего, вербовка. Понятно. То есть можно предположить, что он действительно находился в глубокой разработке. То есть это, вот вас такая история с глубокой разработкой киллера не удивила бы? Ну, это история, которую мы проходили и с киллером, который называется Леша Солдат, и со многими-многими известными, знаменитыми киллерами. Это то, что мы знаем, то, что лежит на поверхности. Понятно. Люди сидят в тюрьме и пишут воспоминания об этом, о том, как они убивали в Салониках кого-нибудь так, да.
Слушайте, я все-таки должен задать короткий вопрос. На вашей практике были случаи, когда человек пропадал из баз? Вот так вот это реально сделать? Да. Пропадают чаще всего из баз люди, которые хотели бы пропасть из этих баз за деньги. Так. Коррупция. Это очень частый случай. И, в общем, такие услуги оказываются, наверное, в год десятками. Ага. Конечно. Ну, понятно, есть, конечно, специальные случаи, когда не за деньги, а бесплатно, но если за деньги можно, то и бесплатно, значит, можно за какие-то услуги. Ольга Романова, руководитель организации «Русь сидячая» из Берлина, с нами на связи. Спасибо большое. Спасибо. Различные государства и прежде обвиняли российские спецслужбы в вмешательстве в свою внутреннюю политику, а также в убийствах и пытках на своей территории. О самых громких делах, в которых, как говорят, в спецслужбах засветились россияне, напомнит Ольга Абрамчик. В октябре 2016 года в Черногории была совершена попытка государственного переворота. По версии следствия, планировался захват государственных учреждений и убийство премьера Мила Джукановича. Цель – сорвать вступление страны в НАТО. Суд назвал двоих россиян, Шишмакова и Попова, агентами ГРУ и главными организаторами силовой операции по перевороту в Черногории. Власти страны заявили о неопровержимых доказательствах причастности России к организации госпереворота. Разоблаченные агенты ГРУ Шишмаков и Попов были объявлены в международный розыск. В Черногории их заочно приговорили к 15 и 12 годам тюрьмы. В марте 2018 года в Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон обвинил Россию в применении химического оружия на территории Великобритании. Кремль отрицает свою причастность к инциденту. В начале сентября 2018-го Великобритания называет имена отравителей Скрипалей – Александр Петров и Руслан Баширов, сотрудники ГРУ. Кремль отрицает, что граждане России являются агентами спецслужб. В июле 2018 года США предъявили обвинение 12 сотрудникам ГРУ по делу о возможном вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. В МИД России назвали эту информацию вбросом с целью испортить отношения перед российско-американским саммитом, который состоялся через несколько дней после того, как обвинения в адрес сотрудников ГРУ были обнародованы. В сентябре 2018 уже в Эстонии арестовывают двоих мужчин – Дениса Мицаваса и его отца Петра Волина, заподозрили в шпионаже в пользу России. Генеральная прокуратура Эстонии заявила, что мужчины работали на спецслужбы России как минимум 5 лет. Мы говорим о государственной измене. Мы имеем основания подозревать, что наши государственные секреты передавались военной разведке России, ГРУ. Денис Мицавас и его отец Петр Волин были признаны виновными в государственной измене и приговорены к 15,5 и 6 годам лишения свободы соответственно. В сентябре 2018 года стало известно, что Федеральная прокуратура Швейцарии ведет следствие по уголовному делу 2 граждан России. Их подозревают в кибератаке на европейскую штаб-квартиру Всемирного антидопингового агентства и в попытке получить данные из лаборатории в швейцарском городе Шпиц, которая помогает расследовать химические атаки в Сирии и отравление Сергея и Юлии Скрипалей. Граждан России, предполагаемых сотрудников ГРУ, задержали в Гааге. Весной 2018 года российские шпионы были высланы в Россию. В ноябре этого года президент Сербии Александр Вучич обвинил Россию в шпионаже. Произошло это после того, как в интернете появилось анонимное видео, на котором видно, как предполагаемый российский разведчик, подполковник и бывший сотрудник посольства в Белграде Георгий Клебан передают деньги офицеру сербской армии в отставке. Вот что на это заявили в Кремле. Мы не знаем, что это за инцидент, и здесь еще нужно разобраться. Не совсем вопрос администрации президента, но уверен, что отношения между Россией и Сербией носят настолько особенный характер, партнерский, братский, союзнический характер, что ничто не может на этот характер повлиять. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что скандал не должен повлиять на сербско-российские отношения. Сегодня Вучич встретился с Путиным в Сочи. Расследование продолжается. Ольга Абрамчик. Настоящее время.